Друзья, всем доброго утра. Утро сегодня у нас доброе, но поднялся ветерок такой противный. Температура за бортом плюс 2 градуса. Сырой прохладный ветер, пока дождя нет, но скорее всего что-нибудь да надует. Наши сыктывкарские друзья вот пока еще на рыбалке. Работает машина, прогревается. Спали прямо в машине. У нас сегодня вот такие планы. Взяли мотокосу. Едем на остров. Будем прочищать профиля, чтобы весной, когда будем рыбачить на сети, на заливных лугах, они не мешали рыбалке. Так, проверяется донка, закинутая на ветер. Ну чё, есть что, ёрш? Хорошо заглотил, нет? Если слабо заглотил, я его на живца возьму. Аккуратно сними его, я сейчас ведро кину. Блин, сейчас подойду. Ёршик хороший, отличный живец на налима. Сейчас я закину его в ведро. Если... А я его, подожди, сейчас это сразу в тюрьму кину туда. А, налима, да? Ну, ёрш попался, вроде бы не заглотил, но... Так, на, Роман, держи. Сейчас, так, половину дела сделано. Перетащили от лодки все уже сюда. Бензопила, триммер. По новой поставлю 2 ловушки. Попробую поставить на хлеб. Сегодня взял черный хлеб и одну вершу. Лед растаял у нас на озере. Когда еще замерзнет, я не знаю. Так что попробуем еще половить озерного голяна. Как мы видели, налим его любит. Налима мы на озерного голяна уже поймали. Ну а пока первым делом обойдем озера, они уже без льда. И посмотрим наличие уток. Надежды очень мало, но она есть. Потому что по Печоре ехали пока 3 серые утки далеко-далеко пролетели. Почему бы им не остановиться на озерах, допустим, отдохнуть, передохнуть. Так что пошли посмотрим. А вдруг? Да, Роман? Попытка не пытка. Это точно. Ну а потом уже начнем работать. Сегодня будем чистить путики, говорю, профиля для весенних сеток. Так, подходим к озеру. Внимание, внимание. Походу никого. Если там в самом конце никого нет. И никто ж с кустов-то не взлетает, как в прошлый раз, да? Что, на этот раз я прогуляюсь туда, ты здесь побудешь? Да. Только подойди ближе туда, к кустам, чтобы тебя не срисовали. Спрячься за кусты. Пойду попробую шугануть их оттуда. Никого. Серая утка вся уже улетела на юга. Ни одной уточки. Кш-кш-кш-кш. Тишина. Ну и ладно. Друзья, опять на наше озеро, которое последний раз, когда я поднимал ловушки, было покрыто льдом. Как мы видим, озеро растаяло. Когда покроется льдом, еще не знаю. Так что кидаем ловушки по новой. На этот раз у нас темные беспонтовые ловушки, одна верша. Остальные ловушки у нас ловят голяна речного. Вместо комбикорма решил попробовать хлебушка. Вот положил черный хлеб. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Блин, косяк. Косяк. Ладно, сейчас уже некогда, просто так завяжу. Вытащил веревку. Тебе ниже надо, ты траву снимаешь. Такой, так. О, теперь более-менее руки. Если еще чуть вперед. О,
Так вот. Роман меня поправил. Потому что я не вижу, что снимает камера. Бывает и такое. Чаще бы кто-то еще поправлял. Так, 2 кусочка хлебушка. И сюда, и сюда. И где-то привяжем мы по центру. По центру. Центр у нас где-то будет вот здесь. Как-то вот так. Ну и остальное также кидаю туда хлебушек и бросаю в озеро. В общем, все понятно. Посмотрим завтра, что-то влетит, не влетит на хлебушек. Ловись, рыбка малая велика. Так. Ну и остальные 2 бутылки таким же макаром. Ну вот, друзья, мы на месте. Вот такой вот профиль, как мы видим. В принципе, уже лошади сделали основную тропинку. Нам остается здесь совсем немного. Здесь будет весной все затоплено, вода будет где-то вот на этом уровне примерно. И мы сейчас вот это все аккуратненько выкосим траву. Вот там вот верхнюю, здесь вот это все аккуратно выкосим, чтобы когда весной вода поднялась и мы здесь поставим сеточку, чтобы она не висела на траве, а легла хорошо до дна. И сегодня у нас, чтобы наша косьба, наша работа не была такой монотонной, на обзоре у нас сегодня вот такой вот девайс, можно так сказать. Вот такие наушнички. Сейчас мы их испытаем. Tron Smart. Вот такая вот наушники Tron Smart. Работают от Bluetooth, от телефона. Чтобы не слышать, обычно в наушниках хожу, чтобы не шуметь. А сегодня буду заодно и слушать музыку. Сейчас мы испытаем эти наушнички, что и как. Музыку я слушать люблю. В основном это, конечно, шансон. Не всякое там, как бы культурнее сказать, гомосятина. Совсем культурно. Ну, у меня просто больше слов нет, что сейчас, какую сейчас музыку слушают по ящику и вообще по радио. Шансон, вот да, тема. В каждой песне есть смысл все-таки какой-никакой. Приятно слушать. Так, комплектация. Это у нас наушник 1, наушник 2. Вот такие вот наушнички. Так, идем дальше. Это походу насадки на наушники, да, вот резиновые. Раз, два, две резинки уже идут в комплекте и 4 еще запасные. Вот такое вот приспособление. Сейчас посмотрим, что это такое. Делаю это все впервые, никогда раньше с такими не сталкивался. Покупал как-то я наушники, один наушник, ну, чтобы типа для беспроводной связи для автомобиля, ну, для вождения. Так, коробочка. Открываем. Зарядное устройство. Это Powerbank для наушников. Powerbank? Да. Ну, типа наподобие Нет, Powerbank. но он и заряжается, получается, отсюда, да? Да. Это вот так вот он получается. Сейчас это отклеиваем, да? Отклеиваем. Ага. Пленочку. И вот контакты, получается. Так, вот так раз.
Вот так вот. Два. Вот тут два контакта здесь, два контакта на наушниках. Все. И сюда получается powerbank тыкаешь, и он заряжается, да? Ну, обычную розетку, что. Этот бокс сам как powerbank, в нем должно быть, ну, Энергия. да, не знаю Так, сколько. у нас что, инструкция есть здесь? Нет какая-нибудь? А, вон, все, есть инструкция. А то русский Иван все привык делать методом тыка. Вот такая вот инструкция. Трансмарт. Почитали инструкцию и подключились. И теперь, короче, все работает сенсорным нажатием. Вон, сейчас делаю громкость на полную. Я не знаю, слышно ли вам, но я начинаю, наверное, говорить громче, да? О. Не знаю, как слышно. Вот. Сейчас сделаем потише, чтобы не орать. В общем, весь прикол такой, что все работает, оказывается, здесь сенсорным нажатием. Вон. Тут вот сенсорное нажатие. Надо нажать просто сюда. 3 секунды держать, он включается. 5 секунд держать, он выключается. В общем, друзья, штучка походу хорошая, только надо до конца разобраться. Это уже дома. Ну а пока включаем музыку и начинаем косить траву. Повторюсь, я это пока не заряжал. Я специально сейчас засеку время. Сколько так? 8 часов 22 минуты. Где-то минут 15 мы включились, да, получается? Угу. Тынк. Тынк. Все. Мы на паузу включили, получается. Все, на полную громкость. И попробуем. Нормально, вон. Вон, послушайте. Не знаю, как слышно. Нормально, наушники, в принципе. Сейчас посмотрим, сколько хватит заряда у нас на первый раз. А потом уже как-нибудь я сделаю полную зарядку и буду проверять дальше. Пока это заводская зарядка. Посмотрим, насколько хватит. Да нельзя. Какая еще судьба. В принципе нормально, не слышно этого вообще, только музыка играет и все. Вот. В принципе, наушники нормальные. Практически триммера вообще не слышу. Музыка орет так, как она должна орать, в принципе, все нормально. Вот у нас что, друзья, получается. Вот такой вот профиль. Я сейчас возьму еще чуть пошире-то. И весной, когда мы будем ставить сети, уже
ничего не будет, трава мешать, сеть ровненько ляжет уже на дно. Продолжаем делать профиля для весенней рыбалки на сети и слушать музыку. Прикольно, в принципе. Здесь будет стоять сеточка. Так что берем рекламную паузу, ну а мы будем слушать музыку. Круто, друзья. Так, вот один профиль готов у нас. До бугра, если выше бугра пойдет вода, там уже смысла нет косить, это значит затопить все, здесь все будет валым течением. Вот прошлый год у нас сетка стояла до этого колышка. Но как бы затоплено было здесь до второго бугра, так что я выкосил даже немного дальше. Выше там уже смысла нету. А тут вот отсюда и до конца можно будет поставить сеточку метров 30-40 даже при желании. Это пусть стоит, хуже не будет. Забыли еще грабли, чтобы вот эту сухую траву убрать. А потом, может быть, когда-нибудь на досуге, если снег не выпадет, принесу грабли отдельно и скошенные это убрать можно будет. Что, Роман, разобрался, что там? Что еще там есть в комплектации? Гарантийный талон Ага. на 12 месяцев. Это от флаги, фигня Пушка как. на всякий случай. Да. И кабель Type-C родной получается. А, для зарядки, да, получается? Да. Ну-ка достань, посмотри, что там. Что за кабель? Пара наушников. Ты далеко не убирай. С ней косить намного приятнее. А, ну все, четко, да. Стандартный. Type-C. Ну все четко. Музыку, чтобы переключать, там надо не нажимать 2 раза, а удерживать. 2 секунды. Ну, вот видишь, молодежь быстрее разобралась, чем старое поколение. Разберемся со временем. Я говорю, вот ничего, кроме чистой музыки, в ушах не слышно. И не слышно этой тараторки, от которой потом уже голова гудит к вечеру. А косить у нас сегодня, я вам скажу, друзья, часа 3-4 как минимум идет. Нет, не только траву будем косить, а в кустах, где выросли вот такой подсад кустов, также будем выкашивать кусты. Роман крупные кусты будет убирать, а сено уже что, траву скочили. Время игры наушников 5 часов. 5 часов. Заряд наушников хватает, да? Получается. Вот так вот, 5 часов. А бокса хватает на 16 раз, получается 16 на 5. 50. Ну, в общем, на день хватит, да, получается? 80 часов работы. 80 часов работы от бокса. Да. Бокс зарядить, и от бокса можно 80 часов. То есть зарядил, послушал, да, получается? Да. А сколько заряжается по времени, не написано? 2 часа. 2 часа Бокс, заряжается. наверное. А, бокс заряжается 2 Да, часа. сколько наушники не написано. Но не быстро, там в течение 10 минут могут Зарядиться. полностью. И все, и 5 часов дальше можно слушать. Да? Ну нормально, что. Значит, мы без музыки точно не будем. Сами будем слушать это, хоть на моторной лодке ехать, хоть что-то, какую-то шумную работу делать. Да и так, вечерами, когда приходишь, скажем, после рыбалки, охота, хочется отдохнуть. Дома детвора шумит, бегает. Включил наушники, включил любимый шансон и забылся. Спишь, и никому ты не мешаешь, и никто тебе не мешает. Здорово. Монтировать. Ссылочку, в принципе, я оставлю в описании к ролику этому. Так что, кого заинтересовало, обращайтесь, смотрите. Мне понравились. Так, а сейчас мы еще попробуем, на какое расстояние берут эти наушники. Вот Рома пошел от меня с наушниками включенными. У меня телефон в кармане. Насколько берут Bluetooth наушники? Ну, он куда-то совсем пошел. Нам его даже не видать. Как бы тоже это немаловажная деталь этих наушников. Вот пошел он, Роман, идет с наушниками, слушает музыку. Телефон
Телефон у меня вот привязанный в кармане. Вот играет музыка. Пацаны танцуют. Группа Воровайки. Ну вот отошел уже на приличное расстояние, в принципе. Пока идет. Это даже можно, получается, телефон оставить. О, все, начал теряться. Все, вернулся. Теперь посчитает, сколько шагов. Это можно телефон оставить, скажем, дома, окучивать картошку, включить наушники, и тебе будет играть музыка. Ты никому не мешаешь. Ну, остальное уж точно тебе мешать никто не будет. Вот Роман идет, отсчитывает количество шагов. А нет. 100 шагов до тебя. 100 шагов? Ну, метров 80 получается, они берут. Нормально тогда? Поставил дома, оставил, картошку окучиваешь, считай. Да. Музыка. Но это она еще не погасла, она только заикаться начала, я сразу остановился. А, только заикаться начало. Так все четко, 100 шагов это четко, да? Все испытания пройдены, больше Осталось дождаться, когда сядут. осталось дождаться, да. Это заводская зарядка, посмотрим, насколько хватит заряда. Телефон там сколько писал? 42% наушников было, когда включили. 40% писал он. В наушниках было 40%. 8,52. А мы уже, получается, 15 минут включили, да? 15 минут уже играют, грубо говоря, 45 минут практически, 40 минут. Так что до конца смотрим, сколько заводские настройки. Ой, заводская зарядка. И потом, это было 40% заряда. По инструкции написано 5 часов. Как-нибудь я обязательно проверю, работают они 5 часов, нет. И как-нибудь скажу вам. Но это уже будет, скорее всего, в другом ролике. А пока пошли работать. Послушал? Хватит тебя, да? Теперь я буду Слушай, слушать. как папа косит. Да. Итак, друзья, время 9:45. У нас сел правый наушник. Так что левый пока еще играет. Посмотрим, сколько отыграет левый. Но тут показывало 40%. Я не знаю, 40% обоих наушников или как там они определяют. Самого мощного. Самого мощного. Ну, значит, получается этот менее 40%, полтора часа получается. Ну, полный заряд как-нибудь я проверю, обязательно еще скажу. Все.
Тем временем у нас, друзья, готовим еще один профиль. Весной здесь будет стоять сеточка. Ну что, друзья, работа работой, а обед по расписанию. Роман сегодня чем нас кормит? Горячий чай, трубочки, мясной торт, сосиски, батончик и там еще булочки, хлебушек. Ну, голодным нас Роман точно не оставит. В общем, профилили 2 профиля в кустах и 3 профиля, или 4, наверное, забыл. Так, от ветра сюда повернемся. Ветер поднялся, ветер, был дождь. Наушники отработали, правая где-то часа 1,5, левая где-то примерно час 45, час 50 где-то. Но это у них заряд был всего 40%, так что по инструкции написано 5 часов будет держать. Домой приду, заряжу полностью и проверим, сколько будет держать заряд. Заодно проверим, насколько зарядов сработает кейс, который будет заряжать. Вот. Сейчас небольшой перекус и пойдем. Остатки бензина еще пильнем, пару профилей и поедем проверять продольники. Вкусно? Устал? Нет? Ветер меняется, погода портится. Надеюсь, скоро будет утка. Дай бог, чтобы она была уже завтра. А ты завтра утку, да? И все про фуфу фукаешь. Ну вот, друзья, готовим еще один профиль. Вот так вот избавились мы от ненужных деревьев. Все почистили, все попилили, все убрали. Вот даже вон какие толстые. Давным-давно здесь был профиль, но он 100 лет уже заброшенный. Вон все мы по бокам вот раскидали. Вот такие толстенные деревья. Все повыкорчевывали. Как видите, 7 потов. Так что рыбалка на сети — это не просто взял сеть, закинул куда попало и поймал рыбу. Она тоже трудовая. Все здесь убрали. Вот тут бровка. Сюда вот будет цепляться сеть. И пошло, поехало. Метров 50 профиля почистили. На одну сеточку в самый раз. Так что без труда не выловишь рыбку из пруда, это точно. Ну, здесь немного бревен осталось, но они такие уже вросшие в землю. Я так думаю, цепляться за сети не будут. А так все кусты, смородину, кустарник, все это повыпиливали. Вон, все убрали. Профиль готов. Ждем весны. У нас зимы-то еще не было, мы уже весны ждем. Весна не за горами, да, Роман? Особенно у меня. Да. Ну ничего, ты на следующую весну приедешь, как раз все готовенькое уже. Папка еще отшлифует на следующий год. Все кустики посмотрит, испытает. Ты уже придешь, только все готовенькие, чики-пуки. Ну и остался еще один профиль, и все на сегодня. Погнали. Итак, друзья, славно поработали. А теперь мы на наших продольниках. Вот они. Раз, два, три здесь. И раз, два, три там. Чуть поглубже. Вчера переставили. Удочка в клеточку дала нам вот такого вот тяга хорошего. И язя. Взяли живцов. Среди них есть один ёрш. Мужики подогнали. Так что сегодня будем наживлять одного ерша. Остальное на мальков. Приступаем к проверке. На эти 3 продольника надежды мало, хотя буквально позавчера второй продольник дал мне налима и крупного хариуса. Не будем тянуть время, начинаем проверку. Роман поехал пробежаться по путику. Время есть, часик, может быть что-нибудь да добудет. Поехали. Итак, первый продольник. Что он нам скажет? Сейчас мы это увидим. По крайней мере, он нам ничего еще не говорил. Ни одной рыбы он еще не ловил.
Блин. Что это такое? Под мотором. Ёшкин кот. Ёшкин кот. Блин, там натяжка, что ли? Что-то вроде бы натяжка. А, нет. Ничего нету, это мусор. Или что-то есть, я не понял. Не-не-не, что-то есть. Что-то, друзья, дергает. На самом конце что-то дергает. Идет язёк. Блин. Раз язёк, и там еще один, походу. И там маленький налимчик. Сейчас посмотрим, что с ним делать. Вот такой вот язёчек попал. О, небольшой. И такой вот небольшой маленький налимчик. Но мы тебя, друган, пока оставляем вместо живца. Последний крючок в надежде на крупного налима. По крайней мере, маленького налимчика мы позавчера оставили. Вчера там был налим. Я так думаю, он попался именно на мелкого налима. Так что отцеплять пока не будем. Тем более он заглотил глубоко. Если выживет, будем продольники поднимать, попробуем отцепить. А пока он пусть будет вместо живца. Все, наживляем, отпускаем. Третий продольник, друзья. Если здесь никого нет, его мы тоже переставляем на другую, ну поглубже в смысле. Смотрю, стоит у Ромки машина. Думаю, что случилось? Наверное, думаю, точно, медведя увидел, вернулся. Звоню. Я говорю, что Роман вернулся? Там, говорит, медведь. Так и есть, он стоит и ждет на машине меня. Так, здесь никого. Так что поднимаем и переставляем. Переставляем, проверяем 3 продольника переставленных. И едем к машине. Что нам расскажет Роман Геннадьевич про встречу с медведем. Говорит, встретились глаза в глаза. Ну, в принципе, сделал правильно. Успел перезарядиться на пули, как он мне сказал. Но стрелять не стал. Ладно, все это мы услышим от первого лица скоро. Проверим 3 продольника и посмотрим, что нам расскажет Роман Геннадьевич про встречу с медведем. Все, друзья, пока выключаемся. Здесь пусто. Такс. Новое место. Переставленные продольники. Есть надежда. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что нам скажет новое место. Так. Натяжки нет. На новом месте у нас налима тоже нет. Ну вот. А я так ждал, надеялся и верил. Пусто. Так что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Но у меня еще есть 2 продольника, так что надежда умирает последней. Ну, что нам скажет 5-й продольник? А так он был второй в 3-м ряду. Мы его тоже вчера переставили. Налим был у нас на последнем продольнике. Ну, что нам скажет? Что нам скажет? Ничего нам не сказал. 5-й продольник тоже пустой. Живцы на месте. Рыбы нет. Рыбы нет. Последний
Шестой продольник. Шестой продольник. Шестой продольник. Дашь ты нам налима или нет? Подлодку утащила, подлодку утащила. Опа. Это не есть хорошо. Не понял. Ну что оно так в стороне? Может там есть налим? Ну. О. А налим-то был. Не понял, окунь что ли? Окунь попался. А тут вот было что-то. Смотрите. Все запутано. Что-то было. И уплыло. А может быть это был налим? Теперь остается только догадываться. А так у нас вон, друзья, полосатый друг, окунь, взял на малька. Итого наш улов сегодняшний: 2 язя, сиг и окунь. И все. Ну не пусто, от нуля ушли. Так что вот такой вот наш улов. Наживляем ерша, наживляем гальянов. И полным ходом к Роману слушать его историю про встречу с медведем. Погнали. Походу мы вовремя приехали. Смотри, какая темень идет. Надо по-быстрому и домой чесать, чтобы под дождь не попасть. Так, ну давай от ветра так вот спрячемся, чтобы не надувало. И рассказывай, что там у тебя произошло. До сих пор бледный. А что, прям при входе медведь встретился? При входе в лес, где сваленные деревья там, да? Да, и вот получается, только березу перешел, смотрю, на тропинку стоит. Прям на тропе. И что, он стоит, и ты стал? Ага. Вот одинаково, в ступор вот так вот. И сколько расстояния было? Ну сколько там, метров 60. И что, он просто стоял и все? Какой? Черный? Черный. Черный? Медвежать такой, муравейник. Угу. Небольшой. Который переплывал, типа, да, вот речку? Такой или меньше? Какой переплыл. Ну, когда снимал-то. Да. Он небольшой такой, как будто годовалый, двухгодовалый. На 4 лапах или на 2 стал? На 4. Просто стоял и все, и не убежал. Нет. Он, видимо, то, что неожиданности, и я тут боюсь. Но он тебя тоже заметил, да? Так мы вот так вот стояли, друг на друга смотрели. Первый раз? Так, Да. что, как? Как впечатление? Пойдешь еще, нет? А чё нет? Там больше, знаешь, такое чувство, как будто не то, что там забоялся, а просто ступор вот это, то, что не знаешь, что делать дальше. Правильно. Все сделал правильно. Так, давай гаситься. В следующий раз. Видишь, а туман бы был, он бы тебя спас. Ага. Впервые бы меня до машины добежал. Он, может быть, только разозлил бы и мало ли что бы там получилось потом. Ну, пришлось бы стрелять тогда, что, пули есть. 2 штуки. И все? Больше нету. Что, терпеть. Так, к нам приближается тучка. Все, гасимся. Лодку поставили на место. Хватит ей там бичевать уже. Вот такие вот встречи бывают. Это тайга, это дикие животные. И никуда. Я уже встречался как бы на своем веку не раз. Вот и Роман. Повезло встретиться. Сколько могут бы там, может, рябчиков добыть, если бы не медведь? Ну, ничего страшного, другой раз. Другой раз. Смотри, смотри, смотри. Все, гасимся, гасимся. Все, друзья, на этом наша сегодняшняя рыбалка, охота и все такое заканчивается. Все-таки мы не зря съездили. У нас вот улов, так сказать, мы уже видели улов, вот Роман не видел. Еще один язек, еще один окушок. 2 язя, сиг и окунь. Это наш улов сегодня без налима. Зато сегодня сделали огромное дело. Это целый день пилили профиля, выкосили сено, выкосили кусты. Профиля готовы к весенней рыбалке на сети. Это очень огромная работа, ее надо было все равно сделать. Вон все потемнело.
Долгожданные дожди. Только пусть они дожди идут в верховьях Печоры, а здесь нам дождей не надо. Нам нужна вода, но в то же время дождей не надо. Но такого не бывает. Так что пусть сегодня мочит капитально. Завтра выезжаем, наверное, опять Роман выезжает в Ухту. Ну а мы дома сидеть не будем, это точно. Так что до новых приключений. До встречи на канале Коми Рыбак. Всем пока. Роман, помаши ручкой. Медвежатник. Это оставь ведро, пусть тут будет, Ром. Да. Все, сачок и все, бардачок тут. Все, сейчас остатки возьму. Все, друзья, всем пока.